О, сколько. Слышите, как жужжат. 8 часов утра. Вот здесь вода. И там вода, смотрите. Сейчас расскажу, что было ночью. Ночью, ребят, была гроза. Очень-очень сильная. Прям поливала очень сильно. И гром, молния. Лень было вставать. Я просыпался вечером. Немножко я затопил печку. Наверное, 5 полежка там. Чтобы чуть-чуть такое тепло было. Потому что когда ложился, как мне показалось, что прохладно. И ночью было жарко спать. Потом вот, видать, я уснул. Проснулся от шума грозы. Настоящая гроза была. Ливень. Сейчас сыро стало. Дрова и трава, доски. Мышеловка. Ну, мышеловка, это хорошо, что дождь, под дождем попадал, потому что здесь вот, ну, еще оставлю, пускай промоет еще, сполоснет. И, в общем, проснулся от шума грозы. Такая картина. Вчера рыбу почистил, даже не посолил ничего. Вот она щука и этот, как же, окунь. Там еще пол рыбы, это из щуки, наверное, вышло. Вот сейчас затапливаю мангал, костер. Сварим чай, попьем чай. Съездим за донки, возьмем, соберу донки и уже потихоньку буду возвращаться домой. Потому что, я думаю, сегодня будут еще дожди. Погода что-то пасмурная. Солнце есть, но кажется, что дождь будет. Дорога, наверное, грязная стала после такого дождя. Ну, не знаю, сколько там он продлевался, этот дождь, но прям звук такой, ух. Хорошо, что я тендом. Я боялся, что это тенд. Этот. Ой, бля. Ой, бля. В ноги попал. Вода, кругом вода. Я думал, здесь этот, ни хрена он не держит воду. Везде вода. И здесь, смотрите, ДВП. Ну, ДВП пропитывает воду, это не очень хорошо. Сиденье весь в воде. Самое главное. Так, ладно, вот сейчас костер первое, где он организую. Блин, носки промочил он, как назло. Вон он, носки. Вода попала. Я и говорю, очень сильный ливень был, прям поливало капитально. Здесь все сухо, а вот сиденье сырое, блин. Надо чем-то обшить тоже. Знаете, вот на стол, который продают, как же, клеенку, вот этим надо обшить. Если у вас, скажем, нету укрытия, тенда, вот один, второй, и я не знаю, этот дермантин, наверное, будет пропускать. Сюда вода не попала, я как смотрю. Здесь вроде как терпимо, чисто, да. ДВП промокло. И сиденье немножко сырое.
На завтрак приготовил яичницу, 5 яиц. Вообще кушать не хочется, это пускай будет. Поброжу, может аппетит появится. Да и у меня вчерашняя уха еще. В основном картошку, воду вчера съела, рыба там еще. Доесть надо рыбу. Вот. Сейчас просто попью чай и уже начну дальше рыбачить. На улице непонятно, какая-то духота. Вроде ветерок есть, но все равно. Ну, может, в течение дня еще ветер будет. Вечера ждать не стану. Но сейчас вот в данный момент я так думаю, что до вечера тут делать мне нечего. Лучше поеду. Как смогу, снова приедем так с ночевкой на рыбалку. Какое-то затишье перед бурей. В общем, ни ветра, ничего нету. Наверное, дождь начнется. Так что сейчас быстро буду забирать. Если будет улов, я буду включаться. Нет, так нет. Пойду до конца, до самого крайнего, и оттуда буду потихоньку идти. Что-то не нравится мне эта погода совсем. Ладно, погнали. Все, ребят, забрал я с этих озер все донки. Ни одной поклевки. Тишина. В общем, кто живцы живые, я отпустил их. Остальные взял. И одного еще ельца взял. Слишком он хороший. Жалко выкидывать. Так. В общем, собираюсь и прокатимся. Давайте съездим к избушкам. Все равно мне к другому озеру там. Что здесь проеду, что там. Один хрен к этому озеру доедем. Так. Жарко.
Амбар вроде здесь или что был? Или сарай, или амбар? Вроде амбар был, свалилось. Да. Короче, упал амбар. Да, на ножках он был, а он упал. Не знаю, весной приезжали, нет сюда. Это тоже свалится. Чуть-чуть осталось. Этот амбар тоже убежит. Может, за лето и уйдет. А если нет, так снег навалит и снегом придавит. Хана. Тут все хорошо. Да, все луга заросли. Тут тоже стена леса. Каждым годом все больше и больше меняется все. На другом берегу тоже самая картина. Вон утки. На середине реки. Два белых утки какие-то. Три утки. Чернить хохлатая она. На середине. 3 штук вижу. Самцы. Но самочки сейчас на гнездо сели. Вот самцы собираются и улетают. Далеко. О, взлетели. А, гоголи. Улетели вниз. 3 гоголя. Белые. Белые.
проехал. Думал, на мост сяду. Этот бугорок такой. Вездеход. Так, ну тут у меня одна и там вторая, тоже без поклевки, без ничего. Здесь проскочил, ребят. Немножко засомневался, думаю, застряну. Не почувствовал, проехал. Протектор большую роль играет, вообще огонь, блин. Гребет только в путь. Короче, пока препятствий для него я не увидел. Нормально все. Короче, здесь вот эти пиявки черные, которые кушают рыбу. Сейчас зацепилась вот такая, за рыбой шел. Потом вытряхнул его. Сейчас морду на оно все он съел там. А нет, еще. Ну, щукам. Вообще подходов нету, чтобы вот где-то кусал рыбу, живца вообще. Ни одного подхода не было. Еще 2 штуки осталось. Последний озеро там. И все. Бензин, ребят, вообще где-то, ну, от силы сантиметр. На донышко осталось. В общем, закончился. Топливо закончилось. Буду заправляться. Заправлю. Короче, сейчас озвучу, сколько там у меня ушло топлива. А топлива у меня ушло бак на 35 километров. Я все рассчитал, рассчитал. И сейчас уже знаю примерно расход какой у меня. Сейчас я 1,5 залью, а это у меня до дома должно хватить. А все остальное топливо я оставлю. Вот. Достаточно. Но, грубо говоря, здесь 2 литра, наверное, топлива. 2 литра. От силы 2 литра. И вот этот бак хватило мне на 35 километров. Это, думаю, хорошая экономия. Пригодится еще это 1,5. Здесь оставлю. Как я посчитал, получается 13700 до сюда. 13700. И вчера и сегодня я 3 раза и съездил до донок, что я оставил на озере. Это получается еще 21 километр. Ну, там плюс-минус сотни метров это я округлил, и получилось 35 километров бак бензина. Ну, грубо говоря, 2 литра 35 километров. На УАЗике, если я сюда приехал бы, у меня минимум 5 литров ушло бы. На УАЗике тоже как бы можно перевести больше груза. Едешь в тепле, под крышей, в кабине. Плюсы огромные. Но эта техника тоже меня радует. Сейчас вот я уже знаю примерно расход, скажем,
туда и обратно, если без покатушек, мне этот бак хватает сюда приехать и обратно доехать до дома. Но я все равно полторашку буду с собой возить. И чтобы полторашку залил и домой доехать. 35 километров путь такой средненький был, не тяжелый. Если, скажем, по грязюлькам буксовать, там еще лишний раз заводить, там, ну, сами понимаете, когда бездорожье, думаю, этот бак хватит, ну, 25-30 километров. 30 точно хватит. Вот. Вот это и хотел я узнать насчет расхода, примерно какой расход на колесном транспорте. На мотособаке у меня полторашка хватает где-то 30 километров. Или бак это 30 километров. Примерно одинаковый расход, что на мотособаке, налегке, что вот на этом колесном. Я думал, на колесном у меня расход будет где-то примерно 40 и больше. Бак хватать. Нет, 35. Но это тоже. Вообще я доволен. Лифан экономичный. Двигатель. И если меньше, ну где-то если закрутить, может и меньше будет есть. Но уже будет бедная смесь. Двигатель у вас быстрее сдохнет. Ладно, сейчас я буду собираться и поедем уже домой. В принципе, хватит. Потом помою немножко, наверное. Шишка. Немножко помыть. Здесь небольшая, как-нибудь, как руки дойдут, закрою, чтобы на двигатель меньше грязи летело. А в остальном переделывать, я думаю, пока ничего не буду, ничего не стану. Насчет звездочки мне писали, там защиту, Олег говорит, сделай. Куда какая защита? Ну, поставлю я какую-то защиту. Туда грязь залетит, и я не знаю, как чан будет, там грязь будет мешаться, и у вас быстрее все, износ 10 раз быстрее будет. Ничего не надо. Просто надо понять, как ехать. Надо взять так колею, чтобы вот меньше прикасалась звездочка к земле. Вот. Ну, понятное дело, звездочка большая, поэтому прикасается, бывает, к земле. Но износ будет там, если что, поменяешь, и все. Проблем-то никаких. Вот. Ну, насчет мотособаки, наверное, уже наговорил, показал. Еще будут, конечно, покатушки. Но я пытаюсь как-то вам передать свои впечатления, и чтобы знали зрители мои, кто вот присматривается к этой технике. Минусы, плюсы, расход какой. Какой тяговитость. Там, конечно, лужу, как я переехал, это... Я даже одну ногу, как на буране, хотел на сиденье, на колени так встать, как на буране там. И проехал, блин. Там немножко меня огорчили в комментариях. Это Олег говорит, у тебя никуда не годная техника, ты нам показал первую покатушку, что я показал, там мерзлая земля, и поэтому у тебя везде там едет. Не знаю. Вот сейчас тоже проскочил я нормально. На восходе, первое переднее колесо бы туда и встрял. Ты, когда вот в лужу залетаешь, бумс, и все, ты уже вытаскивай, толкай. Не, еще будут. Планы-то у меня большие. Заранее рассказывать, конечно, не стану, но еще, думаю, достанется ему. Ну и мне тоже, как водителю, где-то толкать, где-то тащить. Это в основном на осенних охотах. Часто засуха. Да, неинтересно особо куда-либо. Чисто на рыбалку, если съездить.
Вот. Комарье там залетело в избушку. Я уже раптор включил. Очень много комаров. Жужжание, надеюсь, слышите? Видите немножко. Летом их просто сотни штук. Вот тут дымок. Раптор дело свое делает. Вот. Ну, конечно, сапоги немножко, вон, они какие кривые стали. Надеюсь, видите. Не знаю, как показать. Я уж старался, уже ноги сегодня вообще в сторону отодвигаю. Неудобно сидеть, но что поделаешь. Как-то держу в стороне от выхлопа. Асбестовый лист нужен. Небольшой кусок нет у меня. Большие куски, блядь, дорогие они продают. Я знаю, где продается в Тывкаре, но из-за каких-то 10 на 10 сантиметров лист такой покупать как-то не хочется. Асбест еще... Идея есть, идею я нашел, но я выхлоп я переделывать не стану. Потому что он будет греть осенью. Меня от защиту какую-то надо придумать. Пока не знаю как. Знаю, но у меня нету этого материала такого. В принципе, идея-то приходит в голову. Вот такие дела. Ладно, давайте. Больше уже пока болтать не стану. Я доем вот эту яичницу. Рыбу там доем. Сейчас немножко аппетит появилось. Соберусь, уберусь. И уже потом включусь. На обратном пути, может, какие-то грязюльки еще поснимаю. Каракат проехал, спустился. Кто-то. Ну, в принципе, тоже я знаю это. Кто может быть. И все, больше никого не видел, не слышал. Ладно, ребят. Здесь все порядок. Убрал. Подмел. Давай, изба, до новых встреч. Приоткрытым оставим. Я уже загрузился. Вроде ничего не забыл. Вот и все. Время быстро пролетело. Надо опрокинуть еще вот этот. Вылить воду. Просто пауки залетают, всякая живность, грязь набирается потом. Ну, 3-литровый из-под кваса там бутылка. И все. Сколько раз уже. 3-й год уже использую. Вот так загрузился. Багажник очень даже вместимый. Очень много вещей можно перевозить. Достаточно. Ну и перегруз зачем там загружать, скажем, 500 килограмм. Рюкзак. Еще какие-то рыболовные снасти. Второй рюкзак. Если далеко, палатку там взять. Вполне достаточно. Вода за сутки где-то сантиметров 15, наверное, снова упала у нас. Лодку здесь оставляем, а рыба плещется. Плохо берет. Ельцов вообще нету что-то. Одна плотва. Ну как получилось, то и показал. Все. Небольшой дождик идет. Надо ехать. Все, давай, изба. До новых походов. Когда получится, я сейчас ничего не могу обещать. Точно еще мне надо. Я на ночь закрывал. Чтобы комары не залетали. Так, ладно. Погнали. Ладно, изба, давай. Аддиш летайте. Может, до июля и не получится приехать. А может, еще в июне приедем. Не знаю. Вроде все убрал.
открыл. Всё, погнали. Сейчас измерим скорость. Полный газ дал. 38. Нет, до 40 не поднялось. 38 километров в час. Это максимум. Небольшой подъем был, но ничего не изменилось одинаково. Средняя скорость 29, максимальная 38. Ну, что может. Я думал, больше 40 будет, нет. Но сейчас быстрее он как бы обороты набирает. Вот я газ просто я смазал. Стоп надо. Все. Ладно, погнали.
Погодка, ребят. Вот такая у нас. Уже 100-й раз, наверное, дождь тут начинался. Кратковременный. Ну все, немножко поснимал, как я ехал чуть-чуть. И поход буду заканчивать. Ждите новые фильмы с трициклом. Ну и как будет, буду снимать, показывать. Все, спасибо вам за ваши просмотры. Обязательно поддержите Telegram подпиской. Там фотографии, все это выкладываю. Ладно, тут уже немножко осталось. Все, до новых встреч.